Зачем нужно высшее образование? Очень сложный философский вопрос для 21 века. Для века цифровизации, века всеобщей грамотности. Но базово, конечно же, люди понимают, что высшее образование нужно для того, чтобы потом быть более востребованным на рынке труда. Да, именно для этого родители ориентируют своих детей на получение образования, рассчитывая, что это будет таким поплавком в жизни, гарантирующим их нормальное существование, чтобы потом они могли и своих детей обеспечить, и родителям на старости лет помочь. Теперь высшее образование, оно в принципе как такой хороший фундамент, такая основа для удовлетворения личных потребностей в образовании, собственных запросов. Но видим, как развиваются технологии. Видим, что множество есть онлайн-курсов. Но риск очень большой отравиться. То есть если нет хорошего наставника, такого поводыря, который подсказывает, как правильно с этой работать информацией в этом океане информационного поля, которое у нас теперь мы видим. Такого никогда не было в истории человечества. Доступность информации, ее огромный массив. Поэтому высшее образование, конечно, учит фильтровать, отделять зерна от плевел, чтобы не отравиться фальсифицированными данными, какими-то ложными, то есть формируется такое критическое мышление. Чем образование в КФУ отличается от других университетов? В первую очередь мы должны понимать, что у нас особенная организационно-правовая даже форма. У нас университет межгосударственный. Мы сейчас стараемся сделать так, чтобы именно самые лучшие практики и кыргызские, и российские реализовывались в университете. А плохие практики, которые не соответствуют и мировым стандартам высшего образования и науки, мы как раз будем аккуратно убирать. А для наших студентов, в частности, мы понимаем, что есть такой у нас инструмент, как повышенная стипендия. Благодаря именно Российской Федерации. Ни в одном кыргызском вузе не может стипендия составлять базовую, как у нас в этом семестре, 10 тысяч часов в месяц. А это у нас благодаря тому, что целевая программа от Российской Федерации. Вряд ли в каком кыргызском университете есть возможность предоставлять гранты, компенсирующие расходы на жилье и проживание. У нас, благодаря нашему российскому соучредителю, есть эта возможность. И в этом семестре, например, 400 наших студентов получили гранты на компенсацию их расходов на проживание. При этом у нас университет, благодаря своей российской составляющей, обеспечивает академическую мобильность и возможность поучиться в лучших университетах России. Бесплатно для наших ребят. 2 в одном, и с возможностью получения 2 дипломов на выходе и российского образца, и кыргызского образца. Мне кажется, это, конечно же, главное конкурентное преимущество в Кыргызстане. И в этом отношении можно не ехать в Россию, чтобы получить российское образование по российским стандартам с российским дипломом. Мне кажется, это очень удобно для кыргызстанцев в столице родной страны получить и кыргызское образование, и российское. Ну и следующий вопрос. Как планируете заманивать абитуриентов 2024 года? Здесь, конечно, очень велика внутренняя конкуренция внутри университета между образовательными программами. Потому что каждая образовательная программа образовательной программе рознь. После одной образовательной программы ты только удовлетворишь личные запросы в интеллектуальном развитии. А после другой можно получить прекрасную, хорошо оплачиваемую работу. И в этом плане мы сейчас занимаемся как раз, получив особый статус от президента республики, мы сейчас как раз предлагаем гибкие индивидуальные траектории, чтобы наши студенты могли действительно выбирать те или иные дисциплины, которые им действительно интересны и хочется освоить те или иные знания и получить компетенции. Дальше мы с нашими индустриальными партнерами прорабатываем, чтобы 4-й курс в бакалавриате уже был как практика и стажировка. А ребята, которые подтверждают хорошую успеваемость, они могут при освобождении бюджетных мест, оплаты за счет Российской Федерации,
на втором или третьем и последующем курсе поступить на эти бюджетные места. Главное, мы все-таки сейчас перезапускаем, как мне кажется, студенческую жизнь и студенческое самоуправление, и оно будет работать как в лучших университетах топ-100 мира. Абитуриентам 2024 года я точно советую поступать именно в КарСУ. У нас есть все для этого предпосылки. И научный багаж, и хороший задел репутационный за 30 лет, который университет приобрел, понимание, как, собственно, стать одним из лучших университетов Центральной Азии и мира в принципе. Плюс у нас есть поддержка Российской Федерации. И более того, тот абитуриент 2024 года, кто поступит сейчас, заканчивать магистратуру будет в 30 году. 6 мая как раз президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал поручение до 30 года ввести в эксплуатацию современный кампус КарСУ. Поэтому абитуриент 2024 года будет помнить, как было, и будет получать уже шапочку магистра в современнейшем университете. Но самое главное, дорогой абитуриент 2024, это знать, что инвестиции в свой интеллект — это лучшие инвестиции.